Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала и меня. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а вернее на счастливые события, которые поменяют вашу жизнь к лучшему. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, какие счастливые события поменяют мою жизнь к лучшему. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, давайте я вам сразу скажу. Здесь вышел человек с усами, либо с какой-то вот прям растительностью на лице. Усы, борода. Но вот прям что будет бросаться в глаза, так это усы. Мужчина с усами. Это человек, ну просто как-то ворвется в вашу жизнь и, ну, прям вытащит вас из ваших проблем, либо порешает ваши проблемы, куда-то вас позовет, пригласит, предоставит вам какие-то возможности, может быть, деньги предоставит. Мужчина послан небесами для того, чтобы вам помочь. Этот человек окажет колоссальное влияние на вашу ситуацию, и вот все, что он будет делать для вас, что он будет вам предлагать, как-то там поддерживать, подсказывать, да, это все к лучшему. Это качественные, долгожданные перемены вам по судьбе, по вашей жизни. Опирайтесь на этого человека, верьте этому человеку. Он добрый человек, его ангелы послали. Послали для того, чтобы вам помочь. Вот так идет. Борода, усы, либо просто усы. Если одна борода, усов нет, это не он. Вот главное, это усы у него идут. По масти я не скажу. А здесь масти я, честно, не вижу, потому что усы нам все-таки светлые показали. Вот. Поэтому могут быть как и светлые, так и темные. Опирайтесь именно на усы. Вот для вас эти усы, понимаете, они вам глаза резать будут, эти усы. Может быть, вы не любите мужчин с усами, либо, ну как, не воспринимаете. А вот именно усатый человек очень много добра вам и сделает. Это справедливое предсказание, как и для мужчин, так и для женщин. Вот. Ищите усатого, вернее, он сам вас найдет. Так, дальше по событиям. Здесь семейное дерево вышло. Семейное дерево. И вам придется, именно вам придется помогать своей семье, либо что-то делать для своей семьи. Придется на себе тащить родственников, либо решать какие-то проблемы родственников, для родственников что-то делать, поддерживать своих родственников финансово, физически, неважно. Важно, что благодаря этой ситуации вы и семью свою укрепите, поддержите, сохраните, и плюс себя вот в каком-то плане, в какой-то выдержке, в стойкости, в решительности вы себя прокачаете очень серьезно. У кого-то из вас отыграется, что вы как мученик рода идете, то есть вы за свой род, ну вот как по счетам платите. Кто-то где-то там накосячил, там 200-300 лет назад, а вы сейчас как расплачиваетесь. Знаете, ни в коем случае не жалуйтесь. Ни в коем случае не жалуйтесь на то, что вам тяжело. Тяжело помогать родственникам, либо отвечать за своих родственников. Не жалуйтесь. Просто потерпите, поверьте, вас, ну как, испытает судьба. И как только вы это испытание пройдете, вот прям все у вас уляжется, утихомирится, проблема ваша решится, и при этом вы получите награду, смотрите, свою тихую, спокойную, счастливую семейную жизнь. Понимаете? Вы помогаете тем, кто нуждается, и наградой вам идет и прохождение кармы, и получение своего личного семейного счастья. Кстати, это справедливое предсказание как и для молодых людей, так и уже возрастных людей. Может быть, вы всю жизнь избегали этой своей кармы, да? То есть она к вам подходила, а вы такая, не хочу, я потом.
вот, дожили до определенного уже возраста, вот, и тут вот время пришло эту карму закрыть. Не переживайте, закройте. Это может быть как совсем близкий человек, также может быть и отдаленная, но родственная связь. Дальше, мои хорошие, здесь вот явно мужчина попросит второго шанса. Мужчина, ну, либо были вы уже в браке с этим человеком, либо вот что-то помешало вам в брак вступить. Как-то расстались вы очень-очень неспокойно, больно, с обидами, с претензиями и с таким вот прям, ну, как вражда идет даже между вами. Как-то так вы расстались. С левой стороны будет мужчина к вам заходить, может быть, по какому-то своему хитрому плану, либо воспользуется каким-то моментом. Может быть, будет предлагать вам какую-то помощь, поддержку. Может быть, даже, знаете, как скажет, вот, это тоже мой дом, да, либо там я претендую на что-то. Ну вот по-хитрому идет. Но он идет не за имуществом, он не идет за какими-то благами, он идет именно к вам, за вами. Вы ему, ну, честно скажу, вы ему вот идете как удобная. Удобная, классная, родная, теплая, без всяких там приколов и приличная женщина. Вот так вы идете. Вот, он за этим придет. Так, мои хорошие, здесь у меня любовные отношения. Любовные отношения именно, ну, любовники люди, да? Любовники вот встречаются, интимная близость у них, тут все пылает, все горит. Но а по чувствам как бы нет уверенности. Ни у женщины нет уверенности, ни у мужчины. Здесь мужчина инициативу проявит. Он, ну вот, женщину будет звать там замуж, либо вместе проживать, либо вот уехать туда, где он находится, там, на его территорию, либо в его там страну, город. А женщина будет думать: смотрите, я так вам скажу, если вы с ним поедете, у вас одна судьба пойдет. Если вы останетесь, у вас, видите, с другой стороны мужчина заходит. Более какой-то земной, спокойный, уравновешенный, стабильный. Я не знаю, вот к тому мужчине вы больше потянетесь. Либо тот мужчина, другой к вам, вернее, вам вот как-то более подойдет. Этот нервный, этот похож на такого жеребца строптивого. Ну-ка, поди его еще там удержи. А вы понимаете, вы вот в сравнении с ним, ну вот, простите, но скажу, да, он как хищник, вы как жертва. Вот. Не совсем он вам подходит. Может быть, в интимном плане у вас все классно, но для жизни, для любви, для семьи, ну нет. Здесь постоянные будут нервы, сомнения, переживания, и он будет очень сильно над вами доминировать. Он будет вас просто затмевать, забивать собой. Вот. И почему вы еще с ним не вместе? Да, ваш вопрос не решился. Потому что вас внутри что-то останавливает. А останавливает вас ваша интуиция и голос вашего ангела-хранителя. Да? Не совсем он вам подходит, не совсем. Плюс и еще у кого-то из девочек отыграется, что этот мужчина не свободный. И он вам тут такие вот прям сказки рассказывает, что все, там ничего нет, я там свободный, это там формальность, одну там эту печать или штамп, что там надо ему поставить, и все, я типа свободен. Он вам врет. Он вам врет, и врет не краснеет. И вы это тоже чувствуете. Вот он, за спиной у вас стоит, он еще, смотрите, как крестом стоит. То есть по судьбе, мужчина по судьбе, хороший, приличный, стабильный, спокойный, а чем не муж? Вы тоже очень приличная, стабильная, спокойная женщина. Вот сойдетесь и будете себе жить, поживать. А вот этот, кстати, любовник, он может беспокоить вас. Он может периодически там о себе давать знать, проявляться, там, названивать, даже приехать может. Как-то вот прям может даже обидеться на вас, что вы его не выбрали. Да, как, ну не мстить, а скорее как портить может. Вот, вы уж там будьте поаккуратнее. Да, вот оно на пороге личное счастье. Личное счастье у девушки, женщины, которая долго-долго вот никак не могла жизнь свою наладить и устроить. Так, что у вас тут еще интересненького? Какие еще счастливые события? Ну вот событие связано с дружбой либо с отношениями.
две женщины. Две женщины, которые то ли вы как-то потерялись по жизни, то ли вы как-то разошлись по интересам, что-то у вас не получалось вместе. Может быть, вы дело на двоих хотели одно открыть, да, какие-то были помехи, что-то вот как ускользало. Я вижу, что вы как будто бы третьего человека найдете. Ну, либо третью подругу в ваш маленький коллектив, либо третьего компаньона. То есть то, что у двоих не получалось, получится у троих. Вот чем бы это ни было связано. Может быть, вы хотели поехать куда-то вместе на отдых. Может быть, вы действительно хотели бизнес открыть. Вот какая-то коллаборация у вас намечалась, но никак не получалось. Вот третий человек находится, и все срастается. Вот будет вас не двое, а будет вас трое. Да. Так, еще момент встречи с каким-то очень умным человеком. Голова большая, много ума у человека. Человек профессиональный, человек опытный. Больше, конечно, похоже на здоровье. Вот все, что связано со здоровьем. Может, повезет, встретите гениального доктора. Не только тот, кто там знает все рецепты, там, все таблетки, все названия болезней, но и кто с душой к своей работе относится, кто не спустя рукава, да, кто будет ковыряться, разбираться, там, вот прям внимание вам будет уделять. Очень толковый человек, и вы вот прям к этому человеку как приклеиваетесь, да, вам будет страшно, что вдруг этот человек куда-то пропадет. Прям, знаете, вы так поверите в этого человека, и он вас не подведет. Если есть проблемы со здоровьем, но он вас 100% вылечит, на ноги поставит, будете вот прям бегать, да, куда бегать? Над землей парить будете. Вот такой вот он классный доктор. Очень, кстати, да, полезная связь у вас с этим человеком, ну, дружба уже даже какая-то будет. Вы, как, знаете, любимый пациент, а он у вас самый любимый доктор. Да, кстати, о птичках. Кому-то очень сильно, ну, как повезет, наверное, да, будем говорить так, повезет. Вы обратитесь с какой-то жалобой несерьезной, а человек вот прям найдет истинную причину, и, возможно, она не так проста, но человек вам поможет справиться с этой болячкой, с этой хворью, да, и избавиться от тяжелых последствий, скажем так. Вот, еще будете очень благодарны этому человеку за это. Дальше, мои хорошие. Кто-то узнает, что на нем есть негатив. Вот как негатив блокирует, мешает. Вот найдете ответ на свой вопрос, да, почему у меня все так плохо, почему там не везет, почему мне не дается, у меня не получается, почему у меня там сплошные беды и проблемы, и нет возможности просто спокойно жить. Да. Вот, узнайте, во-первых, причину, а во-вторых, что самое главное, вы сможете избавиться от того, что вам мешает. Вот. Не могу сказать, каким образом, потому что это общая отсыпка, но идет открытие скрытой информации того, что мешало, и избавление от этого. Как вы выкинете это все в своей жизни. Так. У вас вообще курица идет. Курица, которая будет нести яйца. Ну, это либо дело какое-то вам идет в руки, либо идет какая-то возможность, да, заработать, получить, улучшить, да, качество жизни, возможности по жизни улучшить. Вам эта курица, она просто как с неба падает. Понимаете? Не кто-то в руки дает, а она с неба к вам падает. Будет вам дан шанс, будет дана возможность вот завести себе курицу, которая будет нести вам золотые яйца. Главное, не упустите, не отказывайтесь от того, что вам предлагают, либо не отказывайтесь от тех мыслей и идей, которые рождаются в вашей голове. Поверьте, это очень классная идея, которая действительно может вот круто поменять вашу жизнь. У вас есть какая-то неуверенность в себе, либо в чем-то вы себе не до конца доверяете. Может быть, какие-то шоры, комплексы, даже зажимы могут быть. Может быть, даже какая-то детская травма, да? Кто-то когда-то сказал, а вы так прониклись, да, и всю жизнь с этой верой живете.
может вам помешать, конечно. Слушайте, вот просто себе разрешите рисковать. Вот так просто посидите, подумайте, ну что вы теряете? Ну и так все грустно и печально. Ну попробую и рискну, а вот что-нибудь получится. Хотя бы интересно, да? Интересно, азарт проявляется. Вот. И потихонечку так себя выведите из состояния комплексов и шор. Просто попробуйте этот совет. Так, еще одно очень счастливое событие касается какого-то человека, который, но он с левой стороны выходит с мечом в руках, и меч этот поломан. Ну, явно этот человек вам не нравился, либо не нравится до сих пор. Явно от этого человека, раз он с мечом к вам идет, какие-то проблемки были. Этого человека кто-то уводит в другую сторону. Либо переключит свое внимание на другого человека, либо с кем-то схлестнется, кто его, ну, скажем так, посечет. Вы уже не будете на этого человека там оглядываться, переживать и нервничать из-за этого человека. Так, кому-то будут предлагать дальний путь, переезд, поездка, гости, может быть, посещение каких-то мероприятий, командировка. Вот какой-то дальний путь вам выпадает. Может быть, там подруга вам предложит по горячей путевке куда-то съездить, отдохнуть. Ни в коем случае не отказывайтесь. Каким бы этот путь ни был, каким бы дальним, либо там продолжительным, дорогостоящим, не отказывайтесь. Именно в этой дороге у вас идут перемены как внутри, так и снаружи. Понимаете, внутренние и внешние перемены. Не могу сказать, что конкретно, все-таки общая отсыпка, и у нас этот рисунок прям в венце выходит. Но то, что эта дорога, этот путь разделит вашу жизнь на до и после, это точно. То, что было до, это какой-то мрак и пепел, а то, что будет после, ну, это райские кущи. Вот так у вас идет. Дорогу, кстати, будут предлагать, ну, вот прям ближайшие там, 10-15 дней. Ни в коем случае не отказывайтесь, поезжайте. Вы никогда не пожалеете, что поехали, наоборот, будете благодарны судьбе за то, что такой путь вам открылся. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.